Причины преждевременного появления на свет разнообразны. Патологическое течение беременности, различные болезни, физические и психические травмы, а в последнее время и ковид. Самые тяжелые случаи, когда дети рождаются до 28 недель с весом меньше килограмма. Рождение этого ребенка, хоть он и весит 900 грамм, это не какое-то чрезвычайное событие в нашем учреждении. К сожалению, 5% всех родов происходит раньше времени. Это тенденция не только Сухумского родильного дома, это мировая тенденция. Несмотря на все усилия, которые прилагает мировое акушерское сообщество к этой теме, все равно от 5 до 6% родов бывает преждевременно. Родился он от родов посредством кесарево сечения. Мама перенесла в начале беременности ковид. И мы, конечно, эти роды связываем с последствиями ковида. К сожалению, эти 2 года мы видим, что ковид негативно влияет на деторождение. То есть дети могут рождаться с внутриутробным инфицированием, также могут чаще быть преждевременные роды. Мы прилагаем все усилия, чтобы не потерять ни одну беременность, ни одного ребенка. Насколько это нам удается, это будет видно к концу года. Как добавила Белла Пиле, с начала года это 3-е преждевременные роды. Все малыши здоровы и готовятся ко 2-му этапу выхаживания. Дети были помещены в специальные инкубаторы кувезы с заданными температурой и влажностью воздуха. Здесь младенцы находились в условиях максимально приближенных к внутриутробным. Кувезы снабжены аппаратами искусственной вентиляции легких, а дети, у которых отсутствует или слабо выражен сосательный рефлекс, получают пищу через специальный зонд. Дела идут неплохо у этих детей. Мы думаем, что это будут совершенно полноценные члены общества. Во всяком случае, все, что от нас зависит, мы для этого делаем. Очень хорошо работает у нас отделение неонатологии. Слаженный, сплоченный коллектив. Много медсестер, которые прошли специальное обучение по работе в палатах интенсивной терапии, по работе с детьми, заслуживающими особого внимания, по работе с преждевременными родами. И врачи, естественно, которые занимаются непосредственно сложными детьми. У нас они выделены в отдельную такую касту. И на них, конечно, большая надежда. За январь в женской консультации по ковиду прошли 24 пациентки. В Сухумском роддоме и сегодня наблюдаются беременные женщины с подтвержденным диагнозом COVID-19. Все эти женщины под нашим круглосуточным наблюдением онлайн. И при необходимости наши доктора выезжают на дом, госпитализируют, если есть необходимость. Гудаутская больница, Гудаутский родильный дом принимает женщин с ковид. Вчера, например, у нас было кесарево сечение в Гудауте. Женщина, зараженная ковид, вступила в роды. Мы были вынуждены выезжать туда, делать кесарево сечение. Каждый из нас занимается своим делом. Никаких героических особо поступков в этом мы не видим. Все нормально. Выхаживать глубоко недоношенного ребенка – тяжелый труд, ведь врачам нужно наверстать упущенные недели и даже месяцы внутриутробного развития. А на днях недоношенного малыша вывезли за пределы Абхазии для дальнейшей реабилитации. Сария Кварацхеля, Абхазское телевидение.